В свой 25-летний юбилей целевой фонд будущих поколений Якутии порадовал жителей республики новостью о том, что в скором времени будет установлен парк будущих поколений. На данный момент проходит всероссийский конкурс на разработку архитектурной концепции и генерального плана территории парка будущих поколений, инициированный целевым фондом будущих поколений Якутии. Мы представляем вам наших сегодняшних утренних гостей. Итак, у нас в студии Сергей Васильевич Местников, генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия», и Сергей Андреевич Георгиевский, генеральный директор агентства стратегического развития «Центр город Москва». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Васильевич, расскажите нам немного о конкурсе. Действительно, мы в прошлом году, когда планировали свой юбилей фонда будущих поколений, коллектив зародился такой идеей создать такое необычное пространство для того, чтобы это осталось в памяти у наших жителей, как вклад в развитие республики, как вклад в развитие будущего поколения. И была такая идея, чтобы создать парк и назвать его «Парк будущих поколений», с тем, чтобы жители города Якутска и гости там отдыхали. И, конечно, эта идея была поддержана и органам государственной власти, и муниципалитетом, и в целом-то и общественностью. И мы решили провести такой всероссийский конкурс, не только внутри республики, но и привлечением всех российских архитекторов. И мы первый этап уже прошли. И этот этап показывает, что интерес очень большой к этому проекту. Со стороны российского архитектурного сообщества в нашем конкурсе подали заявку на участие 87 организаций, в том числе зарубежные компании. Об этом Сергей расскажет. И это в целом показывает интерес не только к нашему проекту, но и региону в целом. Что наш регион развивается, что он уникальный в своей истории, в своей пути развития. И мы по итогам первого этапа довольны результатами. Сейчас мы в составе жюри отобрали 5 финалистов, которые на этой неделе прилетели к нам в Якутск. Большинство из них в наш Якутск прилетели впервые. Они не знали до этого, скажем так, Якутию, Якутск. И для них это такое вот очень интересное общение с местным, с нашими жителями, приобщение к нашей культуре и традициям, узнать наш якутский мороз, холод. И уже потом приступить к проектированию такого парка на такой вечной мерзлоте, где у нас, скажем так, 9 месяцев зимы. Да? И я думаю, что будет очень интересно. Результат мы увидим уже в конце января. И это нам удалось благодаря нашим партнерам, вот Сергею, который нам помогает организовать такой масштабный конкурс. Сергей Андреевич, ну как вам Якутск? Какие впечатления у вас сложились? Я уже не первый раз в Якутске, но первый раз зимой. Действительно, зима правда начинается в Якутии, теперь я это понимаю. Мне кажется, что среди северных городов Якутск действительно обладает наибольшим потенциалом сейчас. Все-таки крупнейший город в вечной мерзлоте, самый большой опыт – это своеобразная лаборатория северных инноваций. И сегодня Якутск может предложить решения не только внутри республики, он становится лабораторией для решений для многих северных городов. И это очень интересно. Как сказал Сергей Васильевич, заявки подали архитекторы не только с России, но и с множества других стран. Да, это как Дания, Германия, Нидерланды. Расскажите поподробнее о финалистах. Это было очень необычное явление, потому что мы объявили всероссийский конкурс, но все равно другие северные страны тоже начали предлагать нам свои решения. В итоге мы имеем 5 команд уникальных, потому что их сила в том, что, во-первых, они объединились с якутскими архитектурными бюро. Они выстроили этот мост коллаборации, и это важно. Они не пришлые, они вместе с якутскими командами проектируют. Ну и во-вторых, это, в общем, своеобразные имена в архитектуре. iCube, Осадов, Ваухаус, все это, Тимур Башкаев, Атриум. Это все имена в масштабах и страны, и даже мира. Бюро, которые проектируют лучшие общественные пространства. Нам кажется, что они могут предложить новации здесь. Не просто благоустроить этот парк, но задать новые тренды развития территории, показать другое качество жизни. Конечно же. И, получается, в течение какого времени будет проходить вот это все мероприятие?
Ну, все завершится уже в январе, 23 января мы сможем объявить результат, и это конкурс открытый. Поэтому мы вовлекаем всех экспертов, жителей, все заинтересованные лица в том, чтобы работать над этой задачей. А жюри конкурса, и это большая редкость, будет проходить в открытом формате с прямой трансляцией, и каждый сможет не просто видеть, но и комментировать, задавать вопросы. Более того, мы приняли решение вместе с фондом, что презентовать результат мы будем не только компетентному жюри, но мы хотели бы также выйти к жителям и в открытом формате показать все концепции и концепцию победителя представить напрямую, услышав обратную связь, и потом, возможно, еще доработав проект с учетом мнения горожан. Ну а сейчас мы уже начали работу с ними, и мы надеемся, что сегодня в 4 часа в общественном центре мы соберем самые активные сообщества людей не безразличных, неравнодушных к будущему Якутску, и вместе с ними будем обмениваться идеями, будем говорить о проектировании. Мы ждем всех горожан, потому что финалисты специально приехали для того, чтобы общаться с ними, слышать их. И в общественном центре сегодня, в общем, это будет большое событие для нас, потому что мы будем, наконец, вместе с жителями работать над этой задачей. Общественный центр, который находится на Курашова, нужно сказать, да? Все верно. Отлично. Спасибо, Сергей Андреевич, Сергей Васильевич, за то, что приняли участие в нашей программе, за ваш такой хороший голос этим утром. Я думаю, он разбудил наших телезрителей. Удачи, успехов, конечно же, в реализации проекта. Мы все с нетерпением ждем парк. Да, появление парка в нашем городе.